Родился Лёма Ибрагимов 29 октября в 1951 году в Сылке в Казахстане, в селе близ города Алматы. Почти все его сознательное детство прошло именно там. Трудно жили, это время 51, 52, 53 годы, не легкие, не сладкие годы были. Ну, помнить я такой трудности не помню, потому что детство, но что раздолья такого тоже не помню. Надо было как-то помогать, я это помню, меня все время куда-то звали, поднести, отнести. Детство писателя началось с трагедии. В раннем возрасте у него умерла мама. Когда Лёме не было и 3 лет, по сложившимся семейным обстоятельствам его и сестру забрали на воспитание бабушка и дедушка. Бабушка больше призывала к справедливости. Вот, ну и искренность и справедливость. Вот такие приоритеты. Все детство нашего героя прошло в играх. Любил играть в лапту, прятки. В общем, он был довольно-таки подвижным ребенком. Значит, под осень там арбузы остались на поле, и нам сказали всем сельчанам забрать оставшиеся, план перевыполнил, забрать арбузы оставшиеся. И я помню, как все кинулись их забирать, и я тоже в том числе, будучи, а там такой маленький пригорок или спуск был, нести я не мог этот арбуз, я его катал, значит. Я, значит, сел, и мне потом рассказывали, как. Он впереди, я сзади, и, значит, ну, как бы, даже не знаю, как по-русски это сказать, не стоя, а вот сидя, передвигался с арбузом вместе, спустился, потом поднял его тоже волоком. Вот так. Вот этот случай я помню. Потом этот арбуз сам и съел полностью. В 1960 году его семья вернулась на родину в село Гайты. Ночью приехали, эти лампы такие керосиновые, встреча родственников, плач, смех. Заснули, утром проснулся. Вот как мне в Казахстане рисовали Кавказ, один в один. Горы, речка. Я вот выбежал утром на улицу, и вот, значит, справа горы мне показались, прямо речка была. Вот как мне снилось, представлялось. В этом же году Лёма отправился в 1 класс в сельскую школу. Помнит и свое 1 сентября, и свою самую первую учительницу. Признается, она сыграла немалую роль в его жизни. Первая учительница русская, звали ее Любовь Ильинична. А вот фамилию, к сожалению, не запомнил. Она нас учила писать, читать. Это когда я в 1, 2 класс, 3 класс. Этой школы да, уже нету, она не сохранилась. Вот та школа, которая сзади нас, это Белая школа у нас в народе называлась. Мы здесь учились в 4 классе. Из школьных предметов больше всего он любил литературу, историю и географию. В 1970 году Лёма Ибрагимов закончил школу на отлично. Самое первое образование Лёма Ибрагимов получил после школы. Он поступил в Кубанский медицинский институт на лечебное дело в город Краснодар. Признается, выбирал профессию не сам. Поступить в этот вуз его уговорила бабушка. Бабушка покойная хотела, чтобы я был врачом, чтобы у нее племянник был очень большой начальник, министр здравоохранения Чечен-Ингушетии Индербиев Магомед. Вот она хотела, чтобы я был таким же врачом, уважаемым, почитаемым. Вот она все время мне говорила: стань врачом, стань врачом. И людям нужным будешь, и работа будет. Ну, я вот пошел навстречу и поступил. Впрочем, он так и не доучился. После 5 курса Лёма покинул это учебное заведение. Поступил тоже не пожалел, но что ушел тоже. Потому что для писателя
те дисциплины медицинские, я потом узнал, что на Западе тот, кто хочет стать писателем, специально изучает анатомию, физиологию, психологию. Вот. Так что это мне на пользу пошло. И когда читаешь неопытного писателя, когда он там описывает случай, вот ранили его, там пуля прошла, он дергается, начинаешь смеяться откровенно, потому что человек не знает ни анатомию, ни физиологию, ни тем более психологию. В 1981 году Лёма Ибрагимов поступил на филологический факультет в Чечено-Ингушский государственный университет на специальность русский язык и литература. Когда начинаешь писать, то сразу чувствуешь, что тебе не хватает. Я понял, что прежде чем писать грамотно и вообще владеть предметом, надо ее изучить досконально. Это надо знать мировую литературу. А бы как писать я не хотел. Я хотел хорошо писать. Для этого я понял, что нужны знания как, скажем, другие народы, какие писатели. В общем, и владеть языком в определенной степени. Поэтому я выбрал филологию. В 1986 году он получил красный диплом о высшем образовании. В 1978 году Лёма Ибрагимов поступил на службу в ряды советской армии. После полгода учебы в московской школе сержантов его отправили служить во Владикавказ. Тогда он назывался Орджоникидзе. Оттуда направили в станицу Калиновская. Кстати, служил он в стройбатальоне. В те годы они возводили аэродром. Нас кинули в Москву на сержантскую школу в центре Москвы. Привезли ночью. И там нас неласково встретили. Деды, которые были там, И, нас начали приучать дисциплине. В общем, это вам малина кончилась, не то. Вот это запомнилось из армии. Потом помню, когда по субботам строевая была, играл оркестр, самделишный, большой оркестр. И мы, я помню, рядов 40, в шаг, представляете, тогда глядишь, и 40 одновременно поднимаются эти ноги, и так приятно, идет там дождь или что-то. Вот это была настоящая служба была, эти 5-6 месяцев, которые я провел в сержантской школе. Отслужив 2 года, в 1980 году Лёма Ибрагимов вернулся домой. Изучая жизнь, Лёма Ибрагимов перепробовал множество профессий. Исходил немало дорог и по России, и по Чечне. Работал в геологоразведке. Во-первых, романтика. Вы вспомните 80-е годы, 70-е годы. Тогда за рубеж не так легко было выехать. По Союзу можно было гулять от, скажем, Калининграда до Владивостока. В этом плане хотелось повидать мир. Мир в каком плане? Внутри СССР. Это раз. Второе. Геологоразведка – это же сегодня здесь, завтра, через 20 километров. Это тоже перемещение в пространстве. И большие деньги, кстати. Большие деньги были в геологоразведке. Туда попасть было нелегко. После университета одно время работал преподавателем и завучем в сельской средней школе, телевизионным журналистом в Государственном комитете по телерадиовещанию. С творческими людьми мне как-то было не трудно. Другое дело, что надо было изучать, чем они занимались, но находить, как их испытывать, как у них брать интервью, для меня не было проблем. Причем я любил экспромт. Меня иногда спрашивали: ты напиши вопросы, которые будешь задавать. Я знал первый вопрос, но какой второй я не знал. Я так и говорил. И многие даже боялись попасть. Не всегда шли со мной на интервью. Был главным редактором журнала «Орга», журнала «Гоч». С 2003 года старший научный сотрудник Академии наук Чеченской Республики. Тема его научного исследования – кандидатской диссертации «Художественное воплощение национальной ментальности в чеченской прозе XX века».
Писать Лёма Ибрагимов начал рано, еще в школе. Он очень требовательный к своему творчеству, не спешил публиковать свои стихи. И впервые они увидели свет довольно поздно. В 1990 году на страницах Веденской районной газеты «Колхозная жизнь». Стихи и его остроумные афоризмы, сочинять которые очень любит Лёма Ибрагимов, с тех пор регулярно печатались и печатаются в журналах «Нана», «Орга», «Войнах» и на страницах газет. К нам в школу пришел тогда, это оказалось большой сенсацией, все говорят, в 6-7 класс пришел на встречу с учащимися поэт Магомед Дикаев. И он нам читал стихи. Помню, там в школе был зал, нас собрали, он читал стихи на чеченском. И он же предложил, а среди вас есть поэты? И, директор школы, видимо, чтобы, я сказал, есть, конечно, и почему нету, есть. И он, значит, кто хочет свои стихи прочесть? Значит, вызвался один, Заурбеков Юсуп, он сейчас в США живет. Он вызвался и про зиму, значит, стих, экспромт, 4 строчки. А еще, я тоже встал, тоже экспромт про зиму, тоже что-то, сейчас не помню дословно, но зима. А дело было зимой. Он был очень доволен, так сказал, вот, смотрите, земля чеченская, богата талантами, туда-сё. Вот, видимо, оттуда что-то зажглось. С 1990 по 2008 год вышли в свет сборники стихов и афоризмов Лёмы Ибрагимова, толкование наблюдений, психография, афоризмы, сборник стихов «Эх, мир» и, наконец, избранные на чеченском и русском языках. Мне казалось, вот выйдет книга, весь мир заговорит обо мне, вся Чечня будет говорить только обо мне, об этой книге, что утром невозможно будет по городу пройтись, по селу. Вышла книга, никто ничего, фамилию не спрашивал, я этому возмущался, удивлялся. Где-то пришел к выводу, что, они не понимают, мне их немножко жаль, всех. Пройдет 100 лет, 1000 лет, они поймут, кто рядом с ними жил. Типа так себя успокоил. Много делает Лёма Ибрагимов для развития чеченского языка и литературы, обогащения его словарного состава и ее жанров. Он старается ввести и утвердить в языке новые слова, в литературе новые жанры, расширить круг чтения чеченцев. Люди, которые, в общем-то, не могут без книги, и им не надо особо агитировать их, чтобы они читали. Есть духовная такая вот фраза «духовная потребность» в чтении. Есть люди, которые не могут без живописи, есть которые люди не могут без музыки. Также это же генами, судьбой заложено, никто же их этому не призывает с детства. Хотя есть и такие случаи, но это часто оборачивается нелюбовью к тому, что хотят привить. Лёма Ибрагимов впервые ввел в чеченскую литературу такой жанр, как афоризм. Написал впервые чеченское либретто для оперы «Либретто восстания». Он составил и издал в труднейших условиях военного и послевоенного времени фундаментальные собрания, антологию чеченской поэзии и антологию всемирной поэзии, а также толковый словарь чеченских фразеологизмов.